Алло, алло. Алло, алло. Как слышно меня? Прием. Так, друзья, если вы меня слышите, видите, дайте знать, пожалуйста. Напишите мне пару слов, что слышите или не слышите. Или нам надо что-то еще подкорректировать. Колесо у меня крутится. Пока идет, видимо, настройка, что ли. Или меня все-таки слышно. Так, всем добрый вечер. Слышно и видно отлично. Значит, все-таки мы в сети. Угу. Угу. Замечательно, замечательно. Значит, связь есть. Это радует. Всем привет. Всем. Угу. Спасибо, спасибо, что вы все собрались. И вот мы снова вместе. Это наш 4-й стрим. Не слышно. Видим, но слышно плохо. Видим, но слышно плохо. Может, мне ближе поставить микрофон, хотя это не всегда хорошо. Так, ну буду, может, погромче говорить. Сейчас посмотрю о громкости здесь. Вот громкость. Вот может быть громкость попробовать увеличить. А вот сейчас, смотрите, я увеличиваю громкость, или это не имеет значения. Всегда что-то, чего-то не слава богу. Угу, видно и слышно. Ну и прекрасно. Друзья, ну мы готовы общаться снова и опять. Да, лучше, да, так с микрофоном. Он у меня просто стоял чуть подальше. Сейчас поближе. Прибавили. И я тоже прибавила, что могла тут на панели нижней. Друзья, всем спасибо. Спасибо, что вы снова здесь. Мы рады встрече, готовы к общению. И по-прежнему, по нашей старой традиции, давайте, может не старой, а новой традиции, давайте задавайте вопросы. Готова на них отвечать. С чего начнем? Что нас больше всего волнует в первую очередь, что во вторую очередь? Я надеюсь, вы все видели наш вчерашний ролик о пристройстве Сонечки. Мне кажется, ролик удался, да? И жизнь у Сонечки сложилась. За что очень мы все рады. На стерилизацию нет. Мало, вяло. Собак слишком много, которых надо стерилизовать. Если, грубо говоря, там даже в среднем, если по 5000 одна собака на стерилизацию, а у нас только краснодарских 4, по-моему, штуки. Никитка, Рихард, Гоша, еще кто-то. Каштанка, которая Тофи, это уже 4. Это только на одной передержке. А на другой у нас Деми. Деми, помните, да? У нее сейчас прошла течка, и нам надо срочно ее. Потом еще кто-то у нас, я уже забыла по списку. Потом у нас Купер, недавно приехавший. Умка у нас стерилизованная. Вот я уже сейчас 6 штук насчитала. 6 умножаем на 5, это 30. Нет, конечно, нет. Нет. Даже и близко нет. Поэтому не знаю. Так.
девочку. Значит, смотрите, друзья, по поводу девочки из Краснодара, которая тоже бежит за машиной, просится в ручки и просится, чтобы ее забрали. У меня к вам вопрос. Вот забрать, пока она живая, дело несложное, да, не мудреное. Машины ходят регулярно, 2 раза в неделю. Я ее, если привезу, то я еще одну проблему вешаю себе на шею, и дальше я снова плюс еще одна иду по жизни дальше с ней. Долгие месяцы или недолгие, неважно, не знаем сколько, иду снова с ней. Не могу я этого допустить. Это хаос получается. Мне нужны вы, мне нужны помощники, мне нужны фин-помощники. Давайте подумаем о том, как мы можем вместе скооперироваться и как обычно чат создадим из финкураторов. И тогда я сразу же говорю, что давайте отправлять. Нам надо на дорогу собрать 5000 там, грубо говоря, да. И здесь тоже надо оплачивать, по крайней мере, 6000 в месяц точно. Кто готов подключиться? У меня есть 2 человека, которые готовы, по-моему, там по 300 или по 500 рублей, что-то такое. Или 500 и плюс 10 долларов. Но это все равно недостаточно. Кто готов подключиться, пожалуйста, отзовитесь, напишите, пожалуйста, мне на WhatsApp. А просто так привезти, и еще здесь надо от места встречи до передержки тоже надо довести. Это тоже плюс. Плюс еще будет 4000. Ведущий назвали. Ну, пусть будет так. Друзья, я жду от вас отклики. Женя ездила к ней, чуть под машину не попала она. Ну, в общем, все так на нервах очень. По поводу Жени, я вот вам писала, по-моему, если кто не знает, то Женя не может в свою квартиру там 70 собак привезти, поэтому она тех, кого она забирает, малышей, она просто нам об этом даже не говорит. Она говорит, но у меня не доходят руки об этом говорить. Я говорю потом. Она говорит, но я тогда не спасу других. Она таких классных мелкашей спасает и тоже тащит в дом, и проблемы терпит с полицией. Поэтому не может она выше крыши прыгнуть. Ведь никто из нас не тащит в дом, да, десятками. Вот, вы знаете, я ей говорю, таким людям, как ты, надо иметь частный дом с садом, огородом, с двором. Она говорит, я сама с удовольствием, но для этого надо продать квартиру, а квартиру она продает уже 3 года и не может ее продать. Там ничего не продается, чтобы купить дом. Дом дороже, чем квартира. Но такие люди обязательно, конечно, должны иметь с таким огромным добрым сердцем. Ну, в общем, вот так вот. Никто там знаете, если где-то существует ППЖ с ужасными стерилизациями, то там никаких нет стерилизаций, ни бюджетных, ни по акции, ни за счет каких-то денег от властей, ничего этого нет. Вот на ней одной это все держится. И никаких больше других денег нет. И вот так вот она стерилизует этих бездомных, и всех стерилизованных она не может к себе забрать. Поэтому мы не можем ее осуждать и говорить, что же она к себе не заберет. Она мне еще присылает, да, других тоже присылает, но я с ужасом думаю, что я не потяну все. Если я все покажу, вы скажете, забирай, а куда я-то заберу? У меня нет пристройства.
Никто не встал в очередь, никто не позвонил, никто не хочет ни одной собачки взять. Если так будет такое пристройство, то у нас просто не будет новых спасений. Я делаю на этом акцент и очень прошу, приглядитесь к собачкам, посмотрите. Но все хотят или маленьких, но у меня что-то и маленьких тоже. Вот несколько. Гоша у меня замечательный, такой же вот, как недавний Степка, Семушка, приехавший. Ну, такой шоколадный мальчишка, но тоже никак. Да, якутские собачки, конечно, остановились. Угу. Там что-то отправляющие стороны в Якутске или в отпусках, или отдых, или пауза, или еще что-то. Но я не рвусь в бой. А вы же сами видите, а куда? Вот давайте так, если у нас будет пристройство, то тогда будем говорить о спасении. Но нам сейчас надо с 200 сократить численность хотя бы до 100. Как вы себе представляете это? Вот как 100 собак пристроить, если они пристраиваются по 2, ну, по 2-3 штуки в месяц? А когда мы сможем 100 пристроить? Друзья, нам очень нужна опять помощь. Тяжело об этом говорить, но говорить я не могу, не говорить не могу. Нам надо снимать швы у пирата, который у нас сейчас называется пирс, на глазу. Нам надо еще какие-то покупать ему лекарства, чтобы после снятия швов еще прокапывать. Нам надо отвезти, привезти в клинику. Это тоже надо брать машину. Ну, то есть нам надо пирата все-таки довести до ума. Он нормально себя чувствует, но со швами ему нельзя ходить так долго. И в колпаке в этом он тоже очень устал в жару ходить. А после последних из живодерки карантин по энтериту теперь. Угу. Продавали квартиру и купили домик в поселке. Вот и она то же самое. Продают уже 3 года. За бесценок практически. И то не продается. Вот. Давайте, задавайте вопросы, что еще можно рассказать так, чтобы вы мне немножко активизируйтесь, подскажите, что нас волнует, что нам нужно. У нас предстоит фотосессия, у нас еще много собак не отфотографировано. Предстоит фотосессия на этой неделе. Нам надо отфотографировать порядка 2 десятков, порядка около 20 собак. Это целое грандиозное событие. Это надо, чтобы согласовать, чтобы и машина, и фотограф, и вторая машина, и всем соединиться где-то в промежуточном таком месте, где будет позволять и освещение, и свет, и чтобы было не солнце, и чтобы была тень. И чтобы народу не было много, чтобы мы это самое все уложились. Смотрите, да, с выгульником. С выгульником у нас что-то там подвигается. У нас то сантехник был в запое, то его надо было привезти, а привезти было не на чем. Сейчас то трактор сломался. Я так, честно говоря, очень подустала от этого. Но вот на этой неделе вроде как должно сложиться и должно получиться.
Я буду держать вас в курсе обязательно. Сейчас надо там докупить какие-то кольца, какие-то еще что-то, краны, фигня-мигня какая-то надо, должно быть. Потому что там под выгульником, помните, я говорила вам, должна быть труба, которая будет, в общем, с водой что-то связано. Я буду вас информировать, я буду спрашивать у Натальи, как все это называется и что это такое. Потом песок завозим, и все это надо буквально быстро делать за 2 дня. Все планируем на этой неделе. Да нет, конечно, денег у нас вообще так, с гулькин нос. Нам надо в любом случае там 1150, это минимум только выйдет. А у нас есть 50. 50, если еще там как-то 10 будет. Ну, нам все равно в любом случае будут нужны. Ой, а что я пропустила-то, господи. Купер, как себя чувствует Купер? Смотрите, вот сейчас договорились, что нам надо вести его завтра на кастрацию. У меня спрашивает передержка, готова ли я оплатить кастрацию. Да нет, вот не готова, а в то же время я понимаю, что там планируемый переезд собак в местность, передержка с одного адреса переезжает на другой адрес. И это будет дальше от Москвы. И нам надо обязательно это сделать завтра. Прямо на 1 секунду оторвусь. Это... Да, Лена. Да, Лен. Да, да. Лен, да, Лена, я извиняюсь очень-очень. Сейчас у нас стрим идет, вот в эфире я тут вот общаюсь с нашими подписчиками. Могу я перезвонить там вот буквально, ну, через час, может быть, полтора, как освобожусь? Возможно это? Давайте. Спасибо большое, Лена. Ага, спасибо. Мгм. Э, По поводу помощи в пристройстве просто позвонила наша Леночка. Э, Вот. Так, всем привет, которые подключились только что. Умка хвалит, хорошая, говорит, девочка. Сначала она была возмущена, почему у меня посадили в вольеры, кто вы вообще здесь такие, но она сидит с таким замечательным Джеком, который любит всех, принимает всех. Это уникальный с золотым характером мальчишка, тоже, кстати, не пристраивается. У нас очень много собак, у которых они не хорошие, не отличные, они золотые, понимаете, они супер, они просто вот супер. Я даже не знаю, что вам сказать. Это просто это гениальные какие-то собаки, которые со всеми дружат, всех принимают, не конфликтные, не скандальные, с кошками, с детьми, со всеми замечательные. Но это большие собаки. Я больше всего за них переживаю, что мне хочется, чтобы они быстрее ехали в семьи. Нечего сидеть по передержкам. И это общежитие. Передержка – это общежитие. А когда было в общежитии хорошо? Ну, когда? Да никогда. Всегда лучше жить в своем доме, со своей семьей. Вам надо отдыхать. Замечательное пожелание. Вот замечательное. Вы знаете, если у меня не произойдет вот смена хотя бы обстановки, я, знаете, отдыхом что уже называю? Не просто отдых, как раньше по старинке, там куда-нибудь поехать покупаться. Покупаться это только если в ближайшие речки, водохранилище, но нужна смена обстановки. Потому что после речки все равно возвращаешься домой, а дом это опять собаки. Каждый предмет в доме мне напоминает собак. Мне нужна перезагрузка. Это требование просто организма. Как ни крути, но если человек несколько лет не перезагружается, то я новый учебный год, скажем так, с сентября, обессиленная.
перехожу обессилевшая. И что из меня, какой толк будет из меня? Да никакого. Все еще получается вытаскивать якутят. Слава тебе, Господи. Хорошо, что получается у Марины вытаскивать якутят. Хоть кто-то вытаскивает, уже хорошо. Я всегда радуюсь только. Но надо просто не перебарщивать, когда агония идет, вот как у нас была зимой, да, зимой это всегда агония какая-то. А потом я пожинаю летом плоды. А если спасать так размеренно, точечно, беру, не беру, то вроде как-то растягиваешь свои силы физические и получается хотя бы более-менее. А я как во время бомбежки нахапала, а потом вот. Спасибо. Спасибо, Тома. Да, на телефон только что. Спасибо. Тофи и Ириска. Угу. Замечательно поживает. Смотрите, поставили мамочке прививку, а Ириске по ее дате рождения можем поставить только не раньше 8-9 августа. Это будет первая прививка, и в начале сентября вторая прививка. Купили ей игрушку, она деловая, побежала с ней играть, затащила в дом, бегает туда-сюда. Ну, как-то вот у нас не получилось так, чтобы завалить их игрушками. А игрушки они быстро все съедают. Мы им привозили целый мешок игрушек, но они быстро это разгрызают. А для Ириски пока вот получилось купить там какой-то канатик, и она с ним бегает, играет. Хотела бы еще купить игрушки, но хорошие игрушки стоят денег, а сейчас на всем экономим, к сожалению. Вот. Что со щенком Лолитой, которую около года назад показывали, у нее были проблемы со зрением и лапками. А вы знаете, что она живет у Галины, у доброй женщины. Сначала я ее как-то ею занималась, а в свете событий, вот скажу вам, с зимы уже просто не доходили ни руки, ни время, и испытываю такое вот неудобство, неудобно, скажем так. Но она у Галины. Галина ездила 31 декабря к офтальмологу, там подкорректировали лечение, и выросла девочка, такая стала длинненькая и такая немножко безбашенная, скажем так, такая напролом. Вот, кстати, надо, да, поговорить. Но по поводу удаления, по-моему, говорили, что удалять бесполезно этот зрачок, который второй глаз вот пытались спасти хоть какой-то процент. Да, Аня, не опоздала ты. Мы только начали. Какой-то процент. Ну, по поводу операции на ножке, по-моему, рано еще говорить. Врач говорил, что если будет болеть, тогда, когда начнут болеть там ножки, суставы, только тогда понадобится операция. Сейчас пока про ножки речь не идет. Галину я вот не вижу здесь у нас на стриме, есть она или нет, чтобы она нам тоже хоть как-то рассказала поподробнее. Да, с Лолочкой мы уже несколько месяцев не общались. Даже не в курсе, что происходит с собаками в Якутии. Нужно больше информации, я думаю, больше людей подключится, помогать. А мне что-то так не кажется. Вы знаете, вот все, кто хоть мало-мальски в собачьей теме или пробегает мимо, хоть косвенно как-то собак, да, или собачьи сайты, собачьи темы, все равно знают все. Если не знают, то очень единицы. А те, которые не знают вообще, то они и знать-то не хотят. Они очень далеки от темы собак. Поэтому я даже затрудняюсь сказать, все ли знают и хотят ли они знать,
что творится в Якутске, потому что уж так громко кричать, как мы кричали в январе-феврале, вы помните? Но это же просто, это я даже не знаю. Я за январь-февраль каждый год устаю так, как будто на мне пахали, как будто я не одно поле перепахала. А потом весь год я не могу восстановиться. Эти крики, ужасы, стоны собак, они у меня в ушах преследуют меня весь год. Я не забываю это. Я не прощаю этим убийцам. Ой, хоть их и надо удалять, эти фотографии, чтобы они мне не попадались на глаза, я их все равно не удаляю. Как будто, знаете, вот всегда в любой момент, коснись что, я выложу все эти архивные материалы, если они будут доказывать, а они это пытаются делать, ну не то, что пытаются, у них это получается, что у них все хорошо, это не у них, это не они убивают, это не у них происходит. Ну, тем не менее, все материалы у меня есть в нескольких экземплярах и на жестких дисках, поэтому уничтожить не получится. У каждого из которых полон дом отобранной живности, действительно волнует ваше состояние. Обязательно нужна перезагрузка. Возьмите паузу, делайте медитации. Знаете, вот взять паузу, я не знаю, как взять паузу. Это, знаете, только один вариант, если вот просто уехать. Я пытаюсь придумать на планете. Раньше было еще можно думать, где на планете такое место, где я бы не видела этих несчастных. Спасибо, Тень Луны, спасибо за... Вижу 300 рублей, спасибо большое. Наверное, не знаю где. Потому что куда бы ни приехал, особенно на нашем где-нибудь берегу, да, я всегда нахожу там животных и потом начинаю бегать с этими консервами, их кормить. И получается, что я там тоже не отдыхаю. Я хочу туда, где чтобы я не видела этих несчастных. Я не видела несчастных, знаете, где? В Чехии. Угу. Я не видела в Праге. Так, что-то сейчас мне... Алло. Да нет, вроде не пропустила. Может быть, я что-то пропускаю? Меня тут вот корректирует. Помощь нужна регулярная, тогда можно что-то планировать. Вот очень верные слова. Очень верные слова. Вот регулярная, когда есть уверенность. 20 евро, Катарина. Спасибо большое. Благодарю. Высылаю вам посылочку. Спасибо. Здравствуйте. Как глазик у Пирса. Вот нормально, нормально. Он не разбил, даже не разбил этот колпак. Он умничка. Он с пониманием, он и кушает в колпаке. Я думала гораздо хуже. Он разобьет этот колпак и придется несколько раз его покупать. А он, извините меня, стоит 800 рублей, по-моему. Такой большой колпак. 100 рублей. Не вижу, от кого аноним, да? Спасибо. Здоровья, сил и терпения. В меру возможности помогаю вам. Поклон. Спасибо, Марта. Истощение еще никого до добра и не доводило. Вы знаете, да. Ну, вы знаете, я, наверное, такого права не имею показывать вам, насколько я устала. Я просто правда очень устала. Ну, что об этом говорить? Вот что об этом говорить? Работа каждодневная у нас идет каждый день. И ни одной минуты нет. Но, а вы знаете, а передержкам как тоже тяжело. Я вот их тоже понимаю, как им тяжело. У них вообще нет ни одного дня выходного. Ни одного. Если там еще от 30 собак можно куда-то уехать, оставив на кого-то,
Да и то не у всех есть на кого-то оставить. А когда 100 собак, то ни на кого не оставишь, и никто не согласится с таким. А им-то тоже как нужна перезагрузка. Не знаю, мы какой-то на себя груз повесили такой вот очень ужасно тяжелый. Ну, наверное, все так, ну, не знаю, я не знаю, все так, не все так. Кто-то работает в приютах от звонка до звонка, или какие-то смены бывают, смены людей. Но здесь мы никакой смены не имеем. И никакого отдыха ни на 1 час, вот отключиться даже невозможно. Такая с жителями Якутии. Они столько агрессии проявляют на любого, кто высказывается о жестокости в Якутске. Валерия, это канал Бурматова. Вот, вот, вот видите, вот вы правильно сказали, это действительно так. Смотрите, да, там они очень рьяно стоят. Нельзя говорить о жестокости в Якутске, вы знаете, нельзя. Польют, смешают тебя, в асфальт вкатают. Это просто. Они не хотят признать, они не называют белое белое, а черное черным. Нет. Может быть, поэтому я очень сдержана в своих высказываниях. Хотя, вы знаете, когда я молчу, мое молчание, они тоже 10 евро, спасибо большое. Аноним, да, я вижу. Почему-то я не вижу. Аноним, да, спасибо большое. Они даже мое молчание воспринимают как оскорбление, как ненависть ко мне. Потому что в моем молчании они тоже видят, что это скрежет зубами. Алло. У меня стрим, я не могу говорить попозже. Прилетайте к нам на Средиземное море, отдохнем, смените обстановку. Вы знаете, я даже не представляю, что сейчас можно куда-то лететь. Аня, а куда это я полечу? Что у нас летает? Куда у нас дороги лежат? Только вообще никуда. Я даже не знаю, что сейчас в мире происходит. Ну, в плане, вот я имею в виду путешествий. В плане другом я примерно вижу, знаю, что происходит. А так, чтобы отдых, кто-то куда-то ездит, что ли? Не знаю, я что-то пропускаю в жизни, наверное. У меня только собаки. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Грет, привет. И тебе привет. С другого города ехала, да еще жара 34. У вас 34 градуса жары, да? У вас никак не отступает. Но я вижу, Аня показывает мне, у вас в куртке вы сидите в 7 утра. Она мне присылает. У нас такая тесная связь с Германией. Они мне приветы присылают волшебные, за что им большое спасибо. А я их все коплю, и потом мы это все в ролик организуем. Что из-за границы берут наших животных. Я читала, что у них отлавливают собак и уничтожают через 30 дней. Кто? У кого у них? Что из-за границы берут наших животных. Я читала, что у них отлавливают. Ой, Анечка, ответь, пожалуйста, как у вас уничтожают собак. Нет, у вас очень устаревшая информация. Мы не отправляем туда, где уничтожают собак. Зачем же тогда такие себя-то на плаху? Зачем? Чтобы где-то уничтожали. Ну тогда уж пускай уничтожают там, где они родились. Но мы же стараемся, мы же делаем что-то, да? Нет. Краснодарских девочек из последнего ролика забрали. Еще раз повторю, Наталья Рыженко. Мне нужна помощь ваша, чтобы у нас была команда по каждой собаке. Сложились уже так, ситуация сложилась так. Я набирать просто так вот сейчас уже не буду, как я набирала зимой, и сейчас я пожинаю плоды.
собаки у меня нечем их оплачивать. Мне нужна помощь финкураторов. По каждой собачке должна быть маленькая команда финкураторов, когда мы будем в определенный день, в день ее прилета, и ежемесячно оплачивать ее содержание, ее корм, все сюда будет входить. Ее пиар, пристройство, чтобы и до пристройства мы должны ее будем сопровождать. Заинтересованные, вот кого затронула эта девочка, ей надо имя, кстати, придумать, если мы будем ее спасать. Как только вот вы скажете, что 10 евро, Людмила, спасибо большое. Как только вот вы скажете, что я готова, я готова, и не просто готова, а мне напишите, чтобы мы видели ваши телефоны. И мы собираем в чат, и вы же знаете прекрасно, если спасаем, то спасаю я быстро. Но вот я, понимаете, после ролика я не увидела, кроме двоих, которые мне написали. Наталья написала из Орла: если будете спасать, то с нее 500 рублей. А кто еще-то, скажите, пожалуйста. Аня из Америки тоже написала: ну, пожалуйста, сумма-то небольшая, давайте соберем. Ну что девчушка танцует и танцует на этих двух лапках. Она очень компактная, она всего килограмм 10, она очень как лисичка, она очень красивая. Я столько слышу. Я же не предлагаю вам тех собак, которые не подходят к человеку. Их много, но мы всех не спасем, да, наша любимая фраза-то, дебильная для меня. Я предлагаю вам только вот исключительных, тех, которые собаки, ну вот просто кидаются в руки. Ну давайте их спасем. Ну откликнитесь, пожалуйста. У вас завтра 40 градусов. Здорово. Как вы дышите, а? Знаете, я в 40 градусов что делала, когда, если нет кондиционера, ну хотя бы холодную бутылку с водой в морозилке подержать, а потом обнимать. Ну не к себе прижимать, а хотя бы руки накладывать на эту бутылку, и чтобы холод по рукам шел, потому что дышать нечем. Я знаю, что такое 40 градусов, когда можно и умереть от этой жары. Через холодную бутылку с водой. Из приюта нужно куча справок, разрешений, справку о доходах. Грета, это ты отвечаешь, да, той женщине, которая вот говорит, что там кого-то убивают и так далее. Вы знаете, убивают, по-моему, по всему миру. Если говорить об убийстве собак, их убивают вообще, я не вижу где-то тот кусок планеты, где их не убивают. Но это не на нашем канале и не по нашим пристройствам. Пожалуйста, давайте не путать. Мы за своих собак просто вот уже, я не знаю, что даже мы уже, как это мягко сказать, что мы делаем, себя на плаху. 34, Вадим. Очень плохо меня слышно. Я же в микрофон уже говорю. Вы меня не слышите? Прибавьте у себя, может быть, на компьютере звук. Попробуйте у себя прибавить. Мы вроде со всех сторон прибавили. Валерия, я вас приглашала в Калининградскую область. Это вы меня приглашали, да, в Калининградскую? Приглашение в силе. К нам самолеты летают. А к вам, кстати, только самолеты летают, да? А еще какие виды транспорта к вам? Вы знаете, есть у меня прям вообще многолетняя такая мечта в Калининград, побывать в Калининграде. Ой, отлавливать некого. В Германии отлавливать некого. Ну, правильно, да. Вот. Бездомных животных нет, приюты есть, да, знаем мы. В Германии из приюта ее привезли из России, Дмитров. У нас на канале очень много собак и очень много подписчиков, которые взяли российских собак. И поэтому не надо здесь говорить о таком негативе. Мы сыты уже здесь у нас в России. У нас и убивают, и опыты в Якутске проводят жарой, недаванием воды.
морозами, стерилизациями, у нас там чего только не проходит. У нас это не совсем у нас, это как другая часть планеты, но тем не менее. А такие молодцы девочки. Это кто пишет? Взяли из приюта, ее привезли из России, из города Дмитров. Мы молодцы, да, мы дарим жизнь. Хотелось бы как можно больше. Знаете, как ветряные мельницы, мы все равно стараемся, мы делаем все, что в наших силах. Автоплатеж. Вот это здорово. Я вообще за автоплатеж, чтобы никто не забывал. Это несложно на телефоне установить автоплатеж, чтобы автоматически та сумма, на которую вы подписались, там в день зарплаты или как-то у вас уходила к собачкам. Эля, добрый день. Тоже рада вас слышать. Не видеть, а слышать тоже рада. Рима. В Эстонии есть приюты, но бездомных собак нет. Да. Спасибо, Грета. Вам слышно. Хорошо слышно у меня. Да. Благодарим за постоянную помощь. Лариса, может каким-то образом попытаться привлечь к помощи каких-то медийных личностей? Не знаю, правда, каким образом. Вот и я не знаю. Нет, ничего не получится. Вы знаете, я поняла, что чем люди более именитые или более с кошельками, у них свои цели и задачи в жизни. А уж сейчас-то у них, какие цели и задачи, да? Выбрать надо страну, куда уехать и как им жить дальше, без прежних возможностей. Поэтому у них сейчас очень много. Раньше ты их никак не привлечешь, никаким образом. Огромное спасибо за помощь. Поезда пассажирские вроде бы тоже пока пускают, на машине не пропустят. Да, на машине не пропустят. По видео видно, что вашим очень повезло. Спасибо, да, что вы тут нас вот поправили, да, вы нас не обижайте, пожалуйста, мы за своих. Ого-го. Вот, приветик. Здравствуйте, как дела, как жизнь? Наша жизнь вся в роликах. В отпуск к нам в Нидерланды. Мы все организуем, я знаю как. Оля, да, Оль, вижу. Вижу, что это Оля, Ирма и Лима. Я готова переводить 10 евро на девочку из Краснодара. А вы можете мне написать на WhatsApp? Может, соберем сейчас конкретно нужное число спасателей. Вот, друзья, пожалуйста, давайте сейчас, правда, организуем. И жду прям вот помощь тогда. Вот, вы знаете, если спасать, то я привыкла быстро и конкретно. А так вот, чтобы просто говорить, уже 3 дня прошло после ролика, и все говорите. Ну, там машина пройдет, и все, и пипец, и конец там ей будет. Понимаете, я не могу успеть вообще все. На корм, бесконечно на корм. А дома-то наши тоже, ведь мы должны за наше содержание тоже. Ну, малыш, ну что тебе тебе удобно? Мне не совсем удобно. Подожди, ты в меня вонзил когти. Ну, малыш, я понимаю, что ты меня любишь. Ну, подожди. Ну что, вот это мой парень. Видите, какой у меня парень? Ну, вот он. Парень с характером. Это якутенок. Я вам его, по-моему, показывала. Золотой. В сельской местности. Или пристраиваете туда неохотно. В сельской местности. Да почему же в сельской... А как далеко? Вот начнем с того, как далеко сельская местность, куда везти? Вот куда везти сельская местность? Скажите, сколько километров от Москвы? Давай, вот сюда иди. Я вижу, что тебе удобно.
Сколько километров от Москвы в сельскую местность? Ну почему же нет? Надо обсудить. Я вам тогда скажу, мы прикинем, куда и как, и что. Сейчас прям в лед не могу сказать вам ни да, ни нет, но вы хотя бы выйдете со мной на разговор, потому что вот у нас сельская местность, например, в Ивановскую область недавно поехал песик. У него там прекрасное тоже место, все в зелени, тоже присылают приветы. Замечательно живет, ну, сельская же местность. Поэтому я готова вести диалог, готова. Грета тоже, да, я поняла Грету, надо включить тоже. Да, Грет, напиши, да. Так, Аня, привет, 15 евро пришлю, спасибо вам. Малыш, перестань. 15 евро пришлю, спасибо вам. Привет, Грет, нашли тут. Это Аня с Гретой. Да. Так, вот смотрите, у нас первоочередные какие, значит, задачи сейчас стоят. Нам надо быстро, оперативно на девочку. Если мы сегодня соберем нашу команду, да, по спасению, то тогда можно будет завтра уже решить с машиной. Вы знаете, меня долго уговаривать не надо, так вот, ну, по крайней мере, вот в таких экстренных ситуациях, когда я вижу, что собака просто на дороге и так далее. Девочек же там было двое. Двое, смотрите, одну девочку берет куратор в Москве. И она тоже скоро, через неделю, приедет уже к куратору, не ко мне. Слава богу, слава богу. Ой, просто прям рада, когда кто-то берет еще. Поэтому там с другой девочкой, которая, знаете, грелась в машине, вот ее возьмет куратор. Пушистики все чувствуют и понимают, и ждут. Хотели спасти черного щеночка. Все зависит от того. Здравствуйте, Лариса, на корм 500 от меня. Инга, спасибо большое. Спасибо. Я тогда тоже готова на девчонку. Наталья Рыженко, только на ежемесячно, да, вы только, пожалуйста, я здесь телефон вашего не вижу, а чтобы мне собрать, и картинка у меня была хотя бы, что кто реально у нас есть, мне нужны ваши телефоны, а по телефонам мы уже объединимся в чат, придумаем ей имя и будем ежемесячно тогда помогать. Дай бог, может быть, сложится и возьмут ее. Кто-то еще мне написал, откликнулся. Ну, сейчас пока рано говорить. Надо ее прививать, надо ее стерилизовать. По крайней мере, если спасать, то первый план вот... Первый план это такой. Финкуратор уже у Мишки, Жужи, Стеши, Пирса и Купера. Прекрасно. Ну, Наталья, да. Но все равно вы мне еще раз напишите. У меня чатов очень много. 2 евро. Ливия наша постоянно. Вот фамилия, имя у вас какое, что запомнила я уже. Спасибо большое. Смотрите. Вы все... Да, напишите, пожалуйста. Потому что очень много чатов. И кого куда переносить. Аня мне помогает эти вести чаты. Вот. Поэтому что опять хочет интернет? Подтверждение просит какой-то личности. Нет, не сегодня, не сейчас. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Не забывайте о конфиденциальности. Гоша, что с его ранами на коже? Ой, Гошка веселый, прикольный. 10
евро. Анна, спасибо, Ань, спасибо. Веселый, хороший. На этой неделе тоже планируем на этой передержке провести фотосессию. Несколько у нас человек не отфотографировано. Никитка у нас очень хочет домой. Очень его раздражают сородичи. Он прям отталкивает всех. Только меня гладь, только меня люби. Ему надо домой. Прямо он готов с человеком не слезать с его ручек. Добрый вечер, Маринка. Надежда. Заживает рана. Рана заживает, подсыхает, все там, по-моему, уже шерсть растет, ну, более-менее все обошлось. У нас очень замечательные собаки, мне надо как можно, прямо вот самых замечательных, идеальных, мне надо в семьи, где будут их любить. Не просто вот так вот безответственно, а прям вот любить. Людмила, добрый вечер всем. Так, что у нас вот все-таки подытожим, давайте мы час, наверное, мне говорят, что 2 часа это очень долго, потом смотреть кто-то будет в записи, и 2 часа это очень долго, утомительно просто смотреть. Я готова как-то подытожить наши цели и задачи вот на первое время, что у нас актуально. Это, значит, с девочкой краснодарской. Вы мне напишите все и на какую сумму вы готовы, ну, потому что нельзя откладывать. Или мы спасаем, или не спасаем. Мила из последнего видео, да, в душу запала. Но это вообще уникальная девочка. Мила, вот из последнего ролика вы говорите, вот обратите внимание, очень шикарная девчушка, она с прошлого августа мне про нее очень много рассказывали волонтеры. Они и просили, и все, но они жили на своей поляне, в своем районе, они жили в своей компании, их там было штук 5, наверное, может больше, но про некоторых, вот мне в том числе про Милу рассказывали очень много в Якутске. Волонтеры. Маринка, 10 евро в месяц, пожалуйста, тоже на WhatsApp, пожалуйста, очень прошу вас. Все равно я не смогу здесь вас записать, потому что после стрима эта вся переписка удаляется, и я уже вас не вижу. Мне нужны ваши телефоны. Смотрите, и мне про нее в том числе рассказывали. Войч, ее друг, вот Мила, Войч, они какие-то одинаковые. Еще кто-то третий друг из этой компании. Их было 5. Мы, по-моему, спасли из этой компании 3. 4-го убили в ангаре там. Да, он сидел в ангаре, и некому было поехать за ним. Просили у меня девочки. За него, ну, а что просить? Надо просить, так ехать. Я не сопротивляюсь, я готова была, если это действительно такие уникальные собаки, надо было ехать. Ну а что потом? Показали там мельком, кто-то видел телевидение, или кто там приезжал, гора трупов, зачищали они. Ну, убили, значит, там часть их. Вот из этой компании дружных, вот мы показали вам видео, вот так вот, когда приходили дети, они вот так вот свои мордахи тянули к детям. И это просто собаки-няньки, это шикарные собаки. Хорошо, что вот мы вам видео показали. Вот такие классные собаки. И что вот они должны жить в вольере на передержке, когда им надо целоваться, миловаться и каких-то детей нянчить. Нянчить, не каких-то, а детей, семей, которые выберут. Это собаки, которые никогда не обидят никого. Они такие, знаете, они бархатные, она такая, как бархатная, бархотка. Такая набивная у нее шерсть. И 100 рублей, не знаю, со стрима или кто сейчас прислал. Без имени пришло. Спасибо, Анастасия из Германии. Как Рихард, я только присоединилась. Да, Анастасия, здравствуйте. Вы знаете, Рихард замечательный мальчишка, тоже передержку очень хвалит. Очень добрый,
скромный, стеснительный, то ли от жары, но он идет и идет, ложится в вольере и лежит там, выбрал кого-то себе, друга или подругу, и вот лежат они в вольере. Ну, может быть, там тень, поэтому ему нравится там в тени лежать. То есть он не взрывной такой, не шебутной, не заводила, не приставала, не авантюрист, никого не будет прикусывать, прищипывать, делить палочку. Замечательный вообще мальчишка. Вот они одинаковые, Никитка, Рихард, а вот эта девчонка, я тоже представляю, такая же. Какие-то они компактные такие вот. Вот знаете, я хочу сказать, другой стиль, он отличается от якутских. Они какие-то, знаете, 10-килограммовые, 10-15 килограмм, а якутские они покрупнее. Якутские — это моя слабость, моя любовь, но этих тоже собак я люблю. Вон они, как видите, вытанцовывают, мордахи свои тянут. Да, сейчас скажу. Тоже тянут мордахи. Люблю всех. Вот. А почему плохо слышно? А сейчас, Валентина? Ну вот я могу микрофон поднять вот так, как. Прибавьте у себя тоже громкость. Может быть, это с вашим компьютером. Все хвалят, да? Все хвалят. Ну вот как мне на все таблетки, на все руки от скуки, еще пивные таблетки надо изучить. Может быть, кто-то поможет мне, даст ссылку, где заказать тогда эти пивные дрожжи. Так, кому-то я что-то не ответила. Смотрите, друзья, вот хочу что сказать. Помните все нашего воронежского Мишку у Елены? Делали мы ролики, не раз упоминали, как Мишке сложно выживать, как он живет на таблетках, у него там, да, дирофилярий сердца, надо поддерживать ветмедин, пить постоянно. Мы когда-то открывали сбор, и таблетки имеют свойство заканчиваться. Если кто помнит и помогал, вы помните, вы все знаете, по-моему, даже вы как-то были в чате, что ли, по Мишке, то вспомните, помогите, пожалуйста, Елене на таблетке. Мишка жив, ему, конечно, плохо, у него почки слабоватые, капельницу недавно показывала Лена, ставят. Вспомните о нем, помогите, свяжитесь с Еленой и просто с пониманием. Я не успеваю. Если я не успеваю даже по своим собакам, и ролики, и постоянные просьбы с протянутой рукой, то я уже не могу успевать помогать другим собакам, которые живут в семьях или живут как-то точечно. У меня очень много собак, которые я не знаю, как мне вообще их вытянуть. У меня все-таки собака еще есть в Бутово, кстати, живет, кто из Москвы, с эпилепсией. Недавно у нее было 30 приступов за утро. 30 приступов. Можете себе такое представить? 5 минут передых и снова в лёжку с пеной, судороги, и лекарств уходит очень много. Я не могу все это вытянуть. Я об этом даже не говорю, потому что, не знаю, а что говорить. Я просто беру у одних собак какую-то сумму, которая накапала, и покупаю лекарства там, где нужнее, где сейчас она умрет, если я не куплю. А там, где я взяла, уже не хватает. И вот это вот здесь взять, здесь заплатить, потом здесь надо где-то добавить, потом наступают завтра, послезавтра, там кто-то прислал, чтобы здесь доложить, тут забираю, чтобы, знаете, я просто вот это вот как пирамида. Здесь забрать, сюда доложить, чтобы только не умерли. Потом там доложить, сюда. Здесь забрать, сюда доложить. Но я не успеваю, мне все равно это всего не хватает. Ну, собаки, я не виновата, что они болеют. Я никак не виновата. К офтальмологу я не успеваю еще и с пирсой сходить.
Пирс, замечательная собака, у нее какой-то белеет глаз. Но я не могу просто такую шикарную собаку с идеальным характером не отвезти к офтальмологу. Ну, честно вам скажу, у меня нет возможностей. Это надо найти машину, это надо отвезти к офтальмологу. Это же не в Москве все находится. Это 70 километров от Москвы. Но надо еще все-таки к какому-то грамотному офтальмологу попасть. И у меня очень много проблем. Поэтому, если кто помнит Мишку, помогал ему, пошлите денежку Елене на ветмедин, без которого собака не может жить. На капельнице недавно, вот 2-3 дня назад, я его видела, да. Он тоже нуждается в помощи. Но ролик не могу уделять внимание, потому что позвольте мне моих собак тоже спасти, постоянно с протянутой рукой. В Ростовскую область моей маме запали в душу мандарины Серж. В Ростовскую область. А чего же нет? А напишите мне, пожалуйста, мандарин, лесная нимфа. Как вас зовут, лесная нимфа? Пожалуйста, напишите мне на WhatsApp. Ну, давайте, по крайней мере, хотя бы пообщаемся, а? Мандарины Серж, замечательно, давайте, я готова. Ростовская область, Ростовская. Так, это не так далеко. Сколько километров от Москвы? Ну, попутчиков навряд ли, чтобы было бесплатно, но будем что-то думать. Сколько километров? Будем взвешивать, сколько это будет стоить доставка. Мандарины Серж. Вы двоих собак готовы взять, да? У мандарина я тоже вам расскажу историю, очень интересная. Это целая серия собак из мандаринов и апельсинов. Они все прошли пытки, муки этого ангара. Они сидели все в ангаре, это, понимаете, это как вот в гестапо просидеть и выйти оттуда живым. Это просто удача, редкость. Это несчастные собаки, их таких надо вообще просто целовать, миловать. И, пожалуйста, если вы с добрым сердцем и с ответственностью всей, ну а чего же нет? Серж какой замечательный, его тоже хвалят. Передержка очень такой человечный, хороший. Пенсионерка все за него переживает, все боится, боялась, наверное, может, сейчас перестала бояться, что я его здесь куда-то дену, а может быть, я его съем. Просто бесит меня эти все странные люди, мягко выражаясь. Пивные дрожжи есть во всех аптеках. Вот мне говорят, что дрожжи дрожжам рознь. Я уж не знаю, как это верить. Ну, может быть, не знаю, насколько верить, если это, ну, дрожжи и дрожжи, да, можно сказать. А может быть, надо какие-то определенные дрожжи. А так можно попробовать купить и попить, да. А, кстати, вот помните, я вас спрашивала, у нас еще у одной собаки были папилломы, и мы покупали АСД. Еще я не знала, спрашивала у вас, как пить. Кто-то мне писал, советовал, а мы просто, да, попротирали несколько раз. Передержка, Галина попротирала, ну так, пошмякала, и они отвалились. Прям чудеса какие-то. Они отвалились. Как связаться с Еленой? С Еленой как связаться? Так, вы имеете в виду Воронеж? Так, Лена, Воронеж. Если вы можете, напишите здесь телефон, и вас увидят. Если нет, то только мне на WhatsApp, а я телефон пришлю. Смотрите фильм с Мэрилин Монро? Когда? Сейчас? Нет, сейчас я общаюсь с вами. Который принимает ветмедин. Обратите внимание на питание, очень важно. У меня собака так и погибла. Просто питание очень важно. Самим нужно готовить, и мясо, никаких круп, и хлеба, макарон. Лена для лекарства Миша. Телефон, координаты. Лена Воронежская, по Мишке.
Напишите свой телефон, чтобы люди вспомнили. Я-то не помню его наизусть. Ларочка, нам помогает Леночка. Елена. Ларочка, нам помогает Леночка. Какая Леночка? Нам помогает Леночка. Лена, какая помогает? Так, что-то я нить потеряла. То есть помощь, да? Тогда не надо. И так, что ли, я не поняла. Спасибо вам огромное за все. Замечательная девочка вчера прислала нам лекарства. И Мишенька вкусняшки. Спасибо ей. Она нас спасает. Оплатила нам врача. А какая Лена? А в Ессентуках с помощью какого-то устройства собачку возрастную удалось спасти от болезни, как у Миши. Канал «Страсти мордасти». Хозяйка этой собачки Татьяна может сообщить, как осуществлялось лечение. Ну, тогда надо послать ей координаты, соединить людей, чтобы кто-то кого-то научил, если кто-то чего-то не знает. Мишенька плохо кушает. Да. Если я из Казахстана. Всем сердцем благодарю всех, кто помогает финансово этой красивой, добрейшей души женщины. Также призываю всех других также помогать. Ой, да, спасибо. Распространяйте о нас информацию, чтобы как можно больше людей о нас узнало. Пусть они присоединяются. Так, что-то я тут кручу не туда. Пусть присоединяются новые люди, новые подписчики. Вы видите, что у нас не увеличивается количество подписчиков. А в это время, когда мы с вами спасаем из последних сил, когда я в поте лица спасаю без продыха, за моей спиной умудряется еще лить грязь. Поэтому я вас очень прошу, остерегайтесь этих мошенниц, которые никак не могут угомониться, то ли завидуют, то ли их что-то раздражает во мне. Отвалили бы лучше, и все. Наши дороги никак не пересекаются с этими мошенницами, но тем не менее они умудряются кому-то сообщать данные. Какая же я плохая, это мягко говоря. Вообще если задуматься, почему людей так раздражает? Что их раздражает? Спасение собак? Я все показываю, все рассказываю. Что уж дальше-то, что уж еще больше-то можно? Что еще можно? Что раздражает? Спасение собак? Ну а тогда зачем вы сами находитесь, эти мошенницы, в теме? Если я раздражаю, так это запросто переключил канал и не смотрите ни на меня, ни на то, чем я занимаюсь. А тут главное просто льют и льют грязь. А кто-то подхватывает, верит и говорят, что мы знаем, какая вы. Вы не любите собак. Это вы просто так все рассказываете, вешаете на уши. Людям ездите по ушам. Я не знаю уже, что тогда тут насчет этого сказать. Если вам такое будут говорить, вы сначала все-таки проанализируйте сами. И не словам верьте, а делам и поступкам. А у меня все это в роликах видно. Я так вижу, что люди не удосуживаются смотреть ролики, потому что это же все время затратно. Каждый ролик 10 минут. 10 роликов посмотреть, это ого-го, как много времени, да? А посмотреть, изучить, чтобы сделать вывод до того, как поливать грязью, это тоже говорит о многом, да? Судите сами, что это за люди такие. Поэтому не ведитесь, если вам клевещут на наш канал или на меня, да? Я не буду говорить, какая я хорошая или плохая. Вы просто сами смотрите и судите, делайте выводы. Потому что в любой момент из любого угла выпрыгивают эти непорядочные мошенницы и изо всех сил стараются полить грязью
Я уж не знаю, кто эти ведомые люди, которые могут повестись на это. Спасаю такое количество, так много, и достаточно быстро, не размусоливаю, не тяну кота за хвост. Ну, вот вообще, просто подскакиваю и быстро спасаю. Спасаю гораздо больше, как я вам говорила, чем даже успеваю показать в роликах. И это видно по тому количеству собак, которые у меня на передержках. И в каком они состоянии, это тоже много значит. А кто-то не показывает свою работу, а только чешет языком и поносит других. И ведь есть люди в нашей лодке, которые, казалось бы, замечательные люди, я была хорошего мнения о них, но даже они повелись. Обидно. Разочаровываться, конечно, очень. Больно разочаровываться в людях, в которых ты верила, но тем не менее повелись. Как могут помочь люди из Японии? Я тоже спасаю животных, совсем нет средств. Вы не знаете, как могут помочь люди с Японии? С Японии как можно из Казахстана. А вот из Казахстана кто-то присылает нам, по-моему, регулярно 5 или 10 долларов. Мне кажется, что можно... А по короне у вас нельзя прислать? Корону Pay или на Donation. А на Donation вы пробовали прислать? Вот у нас под роликами идет ссылка на Donation. Что вы скажете на этот счет? Попробуйте, по-моему, должно проходить. А с Японией, а кто с Японией у нас? У нас что, и в Японии смотрят нас? Светлана, спасибо. Не знаю, какая великая, но то, что уставшая, это да. Да я не обращаю внимания, но меня удивляют люди, которые ведутся и стараются уколоть, понимаете? И сами поверили, и пытаются еще убедить убедить других намеками, главное, не открыто, а просто намеками. Да мне кажется, если человек хочет, вот знаете, я не знаю, как вот использовать, например, свой канал. Вот у нас канал, да, есть. Вот как я могу использовать канал и посвятить целую серию каким-то обвинениям, оскорблениям или возмущением, сомнением по поводу кого-то. Если у нас канал о собаках, то я могу говорить здесь только о собаках. Вот, не знаю, вот все о собаках, но не о других людях. О других людях, но, наверное, это какие-то должны быть другие каналы. Или какие-то личные разборки в личку, там, звонки телефонные, WhatsApp, еще что-то. Используйте что-то другое. Но они используют что-то другое, они пишут в личку. Они используют, как будто задались целью, если не получается публично осквернить, то пишут в личку, чтобы вот посеять панику, и чтобы эти люди, не разобравшись, начали от своего имени уже вот вякать, что называется, да, это не просто говорить, это вот вякать, блеять, и, в общем-то, вот так вот. Нет, не про это, Анастасия. Может быть, и она тоже, может быть, и от нее тоже корни растут. Возможно. Но нет, там о другой мадам с криминальным прошлым. Там больше вот от нее, скорее всего. Хотя они там, как змеи в банке, скооперировались, потому что они очень такие темные лошадки. Обе. Может, их больше. У них еще есть шестерки, и они такие рассылки делают. Но это... Как мы можем говорить? Вот я, например, не могу на канале использовать вот это эфирное время, чтобы озвучивать фамилии, имена, но они есть, они же никуда не делись. Что их так удивляет, раздражает во мне? Я не смотрю их каналы.
и не прошу заходить их ко мне. Мы говорим только о собаках. И самое главное, что эти люди мне потом, люди, которым они пишут в личку, эти люди мне пишут и говорят: а вы знаете, а вас вот такое-то, такое-то говорят. Ну, надо же. Они думают, что они просто сказали и все. А знаете, это все для чего? Чтобы не помогали. Больше всего у этих мошенниц, что больше всего раздражает их, это то, что вы мне помогаете. Вот если вы мне помогаете и пишете, да, об этом в комментариях, то они выходят на некоторых и рассказывают, что а вы не помогаете им, потому что она такая сякая, и ей не надо помогать. Их всех раздражают сборы. А то, что это сборы на животных, а им плевать. Они же не любят животных, они просто, им глубоко плевать на этих животных. У них любовь вся на словах. Но то, что они сами не любят животных, вот то, что человек в себе носит, то, что он сам из себя представляет, олицетворяет, он это озвучивает о другом человеке. Это так четко прослеживается. Вот послушай, что говорит человек, да, о тебе. Вот это самое есть в этом человеке. Вот поливает меня грязью, там, и называя всякими разными, да, словами. Она не это, она не такая, это она просто вот рисуется. Это вот они говорят про себя. Потому что вообще ни в царя, ни в Бога, ну ничего в башке вот святого нет. Мы говорим о животных, как сложно выжить. Они еще больше усугубляют состояние, положение этих животных. И как мы можем говорить здесь о любви к животным? Да глубоко им наплевать. Им кажется, что если меня вот так вот смести, да, то, как это возможно, не знаю, то вы просто перейдете к ним и будете помогать им. Им очень этого хочется. Но только у них нет таких спасений, нет вообще, по-моему, спасений никаких. Потому что все их спасенные собаки куда-то удивительным образом испаряются. Собрали, полечили, а потом собачки пропадают. Вот это да. А у людей есть свойство забывать, и забывают. Или имитируют какую-то кражу, какой-то разбой, и собачки пропали. Но вообще просто настолько непорядочные люди существуют вот в зоозащите, к сожалению. И я не знаю, Бог им судья, Бог им судья. Ой, в тень на плетень не хочу совершенно говорить, просто хочу, чтобы вы сами всегда делали выводы, сами анализировали, сами видели и слушайте себя, свое сердце и никогда не ведитесь ни на какие сплетни. Это просто мое пожелание и просьба к вам. Все, эту тему как бы закрываем. Побольше о каждой собачке в роликах. Это возможность наилучшего пристройства собачки, о ее жизни, характере. Побольше рассказывать. Смотрите, вот если у нас из 200 собак мы выкраиваем время, да, просто показывать часами мы не можем. Ролик у нас состоит из 10 минут. Нам надо показать проблемы актуальные сегодня, сейчас, наболевшие и здесь, и там. Ведь я же не могу всего рассказать, всего кошмара, да, вот сегодня опять передержка сказал, 3 мешка осталось корма. И вот мне надо как-то это все чередовать. Поэтому у нас то 5 собачек получается рассказать о них, то про двоих. Вот там, где Милу мы рассказали, и Сержа. В следующем ролике, ну, может быть, еще расскажем. Мы в общей сложности примерно рассказали о 30 собаках. Они у нас есть в наших вот всех последних или крайних роликах. Но у нас и еще есть 170 собак. Если мы будем о каждой говорить долго, постоянно, регулярно, часто, много, то мы тогда
про всех остальных только в следующем марте очередь дойдет рассказать. Нам, конечно, хочется показать, мы показываем вот фотографии и краткое описание. А если кому-то что-то понравилось, вы можете написать мне вот на WhatsApp. У нас есть по каждой собаке, допустим, или сделаем, если по какой-то нет собаки, видео и пришлем вам на WhatsApp. Вот как-то еще так можно, потому что про всех собак рассказывай, не рассказывай. Ни звонков, ничего все равно мы не получаем. А если просто вот так вот, как, знаете, балалайка, рассказываешь и рассказываешь, а проблемы-то кто наши будет? Про наши проблемы кто будет рассказывать? Нам надо и проблемы рассказать, и на нужды попросить вас о помощи. И у нас очень много чего надо сделать. А как в 10 минутах уложиться? Это кажется, знаете, вот со стороны, что вот, в принципе, слепили из того, что у нас есть. Но мы так много не успели рассказать в этих 10 минутах. Мы очень много не успели. Поэтому об одной собаке много, часто и подробно рассказывать, это только если в личку. В личку можно все-таки побольше. Ирина Александровна спасает якутят или нет? Ну вот я знаю, что она в июне, да, вывозила. Вывозила она и ее люди тоже. Но они же больше по породным собакам. Да, я знаю, что вывозили там хаски, маламуты, далматинцев вот вывозили. Это в команду далматинцев. Тоже было целое шоу далматинцев. Вообще это чудо. Со щенками еще вывозили. Да. Они обращались просто к нашему водителю, к Роману, поэтому я в курсе, что вывозили красавцев из жутких условий. Ирен, да, вот вывозила. Ну, в данный момент я просто сейчас немножко как-то отошла, вот месяц как отошла. Просто я в себя не могу прийти от этих долгов, от кормов, от всего кошмара. Вот я просто не выхожу из этого кошмара. И кого никак невозможно уже спасать, ведь спасение зависит от наличия больших денег. Я лично не верю таким людям, наоборот. Я лично не верю таким людям, наоборот. Да, то, что я устаю, это вообще, это ничего не сказать. Я не реагирую, но я подожди. Я не реагирую на этих людей, но они же пишут грязь-то здесь, а вот вы, например, знаете, что реагировать не надо. А представьте, на площадке интернета публика разная. Вы по себе не можете сказать, что все не будут реагировать. Кто-то отреагирует. А мне это просто неприятно, потому что я и так не вылезаю из долгов, постоянно прошу, а если еще люди будут отписываться, ну а зачем мне это надо? Ну, я могу, конечно, махнуть рукой и сказать, ну, в принципе, я и так уже понимаю, что корабль потонул, можно сказать, на плаву какое-то время, еще май, держались июнь, сейчас на дне, можно сказать. Потому что пока есть долги, это нет ни сна, ни жизни, есть просто так, непонятное какое-то существование, когда не бросишь и в то же время и вперед не продвинешь ничего. Перешагнули и идем дальше, да. Я ей так и сказала. Разочарование. Разочаровываться, особенно в людях, в которых ты верила и восхищалась, хвалила, а они оказались недалекими, слабыми, я бы сказала. Ну, это их выбор. Вот. Спасая меня, просто выжили из моей квартиры, теперь диву. Живу в деревне, очень трудно и очень классно. Очень трудно, но классно, да, для животных.
Чем лучше человек, тем больше шишек тявкает. Так было всегда. Да, я знаю. Стрелы, я знаю, в кого попадают. В карликов они просто не долетают. Так. Можно назвать героизмом. Даже не знаю, как это вообще назвать. Какое-то самопожертвование. Можно назвать земными ангелами. Спасибо, спасибо. Но имя ваше я выговорить не могу. Кралай. Донаты мне не приходят, у меня же нет стримов. А донаты приходят только у кого есть стримы все-таки, да? Вот и нас не пропускали в донаты. Но потом, видите, пришлось в живое общение выйти. Делала перерыв вообще по собакам. Да, просто эту боль переваривала, но я ни на что не велась. Шутка. Вы ни на что не велись, но вы делали перерыв. То есть во время перерыва не надо ни на что вестись. Я правильно вас понимаю, Людмила? То есть если делаешь перерыв, то уж замолчи, затихни и сиди в этом перерыве. Ну да, чтобы в психушку совсем не попасть, потому что за них так переживаешь, что я знаю людей, которые потом в психушке оказывались. Ладушка выборочно смотрит Лару и очень ласково называет ее мамой, не зная о чем речи, не зная языка. В Германии, говорят, смотрят бабушки немецкие меня, но не понимают речи, не понимают, о чем я говорю, но тем не менее, видимо, кивают головой. Гуд-гуд. Вот так люди пошли. Да, люди, да. Вы знаете, вот сейчас такое время, когда люди проверяются. Я очень благодарна даже терять, конечно, людей, там, однополчан, там, скажем, там, да, с кем в лодке, на кого, может быть, как-то где-то думаешь, можно положиться, можно где-то там обратиться. А когда они не выдерживают вот этот экзамен, что ли, как это назвать, то, что мы сейчас проходим, да, все эти испытания, и отсеиваются, и думаешь, о, хорошо, что это произошло сейчас, пока с ними не зашла далеко. А когда а вдруг вот так вот в разведку, да, с ними, да нельзя ни в коем случае. Слава богу, что на этом берегу отсеялись, и как что-то прям вот такое с плеч долой ненужное для тебя, поэтому все понятно. Вы знаете, проверяются люди очень. Из близкого окружения проверяются люди. Это очень хорошо. А люди даже не понимают, что если они ведутся, и если они оступились, если они только посмели подумать плохо о том, с кем, кто знает, как тяжело, и были вместе, и видели, и лично знакомы, и не выдержали экзамена. И кто-то позавидовал, кто-то решил, что я слишком возгордилась, что ли, да? Кто-то мне говорил, корону сними. Вот это да, да? Вот это вот удар ниже пояса. Это как такое можно вообще сказать? Хотя знают, что как лошадь ломовая. Ну, Бог им судья. Это тоже экзамен. Они его не прошли. Ну и до свидания. Вот видите, Светлана, вы правильно говорите, себя надо защищать. А кто-то скажет, а от чего защищать? Защищать, знаете, если... Да, от оскорблений я считаю, что да, надо. И людей ставить на место надо за такие вещи. А так сказать, что я что, как с гуся вода, да, и плюйте в меня, не получится. Отпор получат однозначно. И получают. Ну вот, Ольга, вот, пожалуйста, Ольга, видите, тому подтверждение.
Эта мадам, она понимает, о ком идет речь. И ей гадости писала. Аж за рубеж писала ей гадости, понимаете? Про меня. Это же ужас. Потому что Ольга помогает, а ей... И она тут же ей говорит, что лучше мне помоги. И, пожалуйста, не десяточкой там, да, Оля, она говорила, а сотку пришли мне. Вот до такой степени. Полить грязью и тут же сказать, пришли мне сотку. Это ужас. Ой, прям же я не могу, у меня аж челюсть сводит. Светлана, спасибо. Ой, не могу. Признаться в любви. Ужасные, нехорошие люди. Самое главное, чтобы вы не повелись. Эти люди, они всегда были и есть. У них просто криминальное прошлое. Они просто другими быть не могут. Но они очень тянутся и завидуют. Им очень хочется быть, но они такие, какие они есть. Они любят деньги больше, чем собак. Точнее, собак они вообще не любят. И загубили уже не один десяток этих собак. Ай-яй-яй-яй. Да, клеветать можно, понимаете, на любого. Клеветать можно запросто у нас. Интернет, тем более такая вещь, что... Но тут уже открыт, более чем открыто. Другое дело, если что-то не показывают, то только просто чисто физически не успеваю. Это видно, что не успеваю. Но нет же такой вот еще вот у меня человек 5. Спасибо Ане, которая помогает вести еще чаты. Спасибо передержкам, которые ставят меня вовремя, регулярно по поводу каждой там папилломы, по поводу каждой там залысины где-то, хромоты ставят меня в известность. А если еще их пришлось бы контролировать, знаете, я тогда вообще бы с ума сошла. Это еще им. А представьте, вот, да, у меня и так слишком большая ответственность, что мне надо везде. Друзья, еще у меня такая тоже просьба. У нас вот в начале там августа до середины августа должны выбранных несколько собачек уехать в Европу. И надо тоже вот оплачивать справки, вот эти вот документы. Я тоже опять думаю, где, что, насколько. 8 тысяч это стоит на одну собаку, а там, по-моему, выбранных 2 или 3, где надо. Дорогу, сразу говорю, оплачивают семьи, чтобы мне не писали, вот это вот очень мне неприятно слышать, пусть семьи оплачивают дорогу. А с нашей стороны, с российской, оплачивать справки. Такая по умолчанию договоренность. Уж давайте мы это с пониманием отнесемся. Лучше один раз оплатить справки, чем каждый месяц тянуть и занимать места на передержке. Я надеюсь, что вы меня понимаете. На основном канале напоминать о втором канале, где рассказы про пристроенных, чтобы там увеличилось количество подписчиков. Ага. Значит, надо еще устно, да, проговорить, что подключайтесь еще, подписывайтесь на второй канал. Да, надо не забывать, видимо. А так вообще под роликом, мне кажется, у нас идет напоминание о том, что у нас есть еще второй канал. Я думаю, что рассказ о нашей Сонечке. Вчера вышел ролик, который мне тоже нравится. Татьяне спасибо. Мы смогли получилось у нас вставить там и Боба тоже, хозяина Сонечки, и, в общем, все получилось. Но у нас есть еще приветы, да, мы сделаем ролик. То есть, вы знаете, мы в несколько рук пашем, что тут говорить. И Татьяна тоже, и жара нас удручает, и просто в беспамятстве, понимаете, иногда просто вот в лёжку уже лежим, и от жары, и с давлением, и с приступами, и со всеми, и все равно встаем, и вот так вот никакущие, чтобы показать.
Понимаете, нам не 27 лет, мы уже женщины возрастные, поэтому у нас, простите, и давление, и нервы, и желудок, и таблетки выпить, и успокоительные, и все на свете, и снова в бой, и каждый день у нас бой. Ну вот, просто мы об этом не говорим, но делаем, успеваем только то, что успеваем. Вот, надо видео. Так, это так, вы абсолютно правы, что никто ничего не может о другом сказать, только о себе. Конечно, просто я считаю, что когда в среднем там возраст наш, да, ну, молодые тут навряд ли у нас есть 20-летние, примерно лет 50, там, да, 50, 40, 50, 60 лет, в этом возрасте надо все-таки включать мозги и иметь какую-то жизненную мудрость. Для чего-то мы живем на свете, наверное, чтобы... Это не высшая математика, в конце концов, это жизнь мы проживаем. И голову включать перед тем, как говорить про кого-то, неподтвержденную информацию, выдавать ее прям вот как я знаю. А вопрос-то яйца выеденного не стоит. Ну, это ладно. Так, не обращать внимания, это мы, да, поняли уже. Приют, уют, да. Вы говорите все правильно, поддерживаем вас. Главное порочить человека, а что будет с животными, терпение вам, как и нам. Да. Вот этим людям, которые порочат вот реальных спасателей, да, я считаю, что это действительно так. А что это у меня увеличивается? Я считаю, что им глубоко наплевать на животных. Очень наплевать. Вот потонешь ты, да, не будет у твоих животных есть. Ну и хорошо. Просто поаплодируют в ладоши и все. Ну, надо же нам противостоять и сказать, что да пошли вы, прорвемся все равно. Я понимаю, что когда бьют, то мы становимся сильнее. Но просто уже надоело вот это вот все. Сильнее становиться. У нас есть других массу причин становиться сильнее. Но вот эта грязь, вот хочется ее просто смыть, как вот просто деготь, который вот никак не отстает. Тяжелая она, эта тетка. Я ей тоже как-то писала еще зимой, но там все видно, все на ладони. Вот я тоже говорю, Людмила, там видно все невооруженным глазом. Видно, но не всем людям видно. Вот люди, которые умеют анализировать и видеть, рассуждать, там даже с первой ноты видно фальшь. Я не могу, я просто удивляюсь, если кто-то еще смотрит и верит. Это дикость. А у вас приют солнышко. Солнышко это с кошками, значит? Нет, не солнышко. Тоже у вас, да? Приютом вы называетесь. Понятно. Ну вот люди, которые знают, каково оно дается, вот это вот спасение, то они с пониманием, да. Вот видно, вот потому как человек и что человек говорит, видно, реальный он спасатель или он просто вот так имитирует вот это вот спасение, а на самом деле там столько гнили. Фу-фу-фу. Обычно на экране высвечивается номер карты. Татьяна, номер карты обычно высвечивается а здесь у нас не высвечивается, да? Может быть, под номер карты есть под каждым роликом. Там в первом сообщении, в описании, там есть все. Сделать ролики с пушистиками, как фотоальбом. Примите в семью, да? Ролики с пушистиками. Я не знаю пока, как это сделать. Ролики. Но у нас есть ведь, мы же делаем ролики. Пол ролика у нас 5 минут уходит на 5 собак, вот грубо говоря. А фотоальбом, как он будет выглядеть? Мы ни в один альбом 200 собак не поместим. Или по одной фотографии. И что это за ролик будет? 10 минут показывать по одной фотографии 200 собак, так что ли?
А что можно судить, сказать по одной собаке? Собаку хочется показать и мордашкой, и это самое, и сидя, и лежа, там как-то. Я пока не знаю вот этого формата, который бы позволил нам охватить сразу, вот сделать ссылку и сказать, вот на эту ссылку идите, и там, значит, все собаки, и я пока этого формата не могу придумать. Может быть, что-нибудь так по ходу, вот в плане Ютуба, например. Где-то там на прежних сайтах, но мы же с вами не на тех сайтах, на которых были раньше, и то не все вы были, там, допустим, в Инстаграме или где-то на Фейсбуке можно было такую рубрику вести. Не знаю, пока не знаю, не придумал. Преклоняюсь за ваш непосильный труд. Спасибо. Никого не слушаю, помогаю и буду помогать. Елена, спасибо. Так. Свой канал приюта. Светлана, у вас есть свой канал приюта. Вот все, что у нас есть, это вот наш канал, на котором мы сейчас с вами находимся. У нас 2 канала. Вот этот наш основной, где у нас очень много роликов. Вы можете просто даже бегло посмотреть то количество, которое мы в декабре, нам будет 2 года. Существует наш канал, не больше. Мы существуем с декабря 2020 года. Это наш новый канал, зарегистрированный именно новый канал. Вот здесь все о нас. Наши передержки, наши перелеты, Якутск, Москва, Европа. Европа у нас на другом канале, пристроенные у нас на другом канале, на который мы приглашаем. Если вы не подписаны, подпишитесь. Если много, долго, времени нет смотреть, ну, если как получится, посмотрите о наших пристроенных. Это результат нашей работы, титанической работы. Сколько денег надо в месяц на корм? У меня собаки на разных передержках. На разных. У меня всего передержек 6. Из них 4 большие передержки, где у меня по 35, 55, 65 собак. Ну, вот такие вот, да, там от 35 до 65. Это 4 передержки. И еще 2 передержки, где немного собак. Это там, где 6, 8, примерно так. И есть точечные передержки, где 3 собаки, по одной собаке есть. Но там с эпилепсией. Это просто точечная передержка. Собака с эпилепсией. А так, ну какой это приют? Мы приютом не можем называться. Нет. Я куратор 200 собак, которые живут на передержках. Они едят, вот сейчас в жару, на какой-то передержке едят хорошо, на какой-то передержке то ли жара их мучает, то ли, не знаю, то ли корм. Ну, кто-то меньше, кто-то больше ест. Вообще, я сейчас за то, что пусть лучше воду больше пьют. Простите. Ну, корм они едят, они, не знаю, едят. Сколько, я не могу подсчитать, потому что, как могу, не могу подсчитать. Мешков нам привозят 20. Там 20 мешков, это, грубо говоря, 60 тысяч на 10 дней на одной передержке. На другой передержке тоже на 10 дней, ну, на 12 дней может хватить. Зимой они едят больше. Мешков привозят от 20 только мешков. Меньше не привозят. Это если оптом, по оптовым ценам. Вот.
Поэтому то заказываем на одной передержке, то на другой, то на третьей. Это сами передержки привозят. И вот кричат. Вот сейчас должны прислать, привезти, заказали на другую, на одну из передержек, привезут корм в четверг или в пятницу. Вот надо опять 60 тысяч подготовить. А у меня еще как бы вот на передержке, где начинается сейчас все-таки уже вот эти трубы с выгульником, там тоже надо, там надо сразу, чтобы трактор вызывать. Уже я задолбала вас тоже с этим трактором, чтобы вызывать трактор и заплатить ему за рабочий день 12, по-моему, тысяч, то должно быть уже 3 минимум КАМАЗа песка, каждый КАМАЗ по 15 тысяч надо привезти. У нас есть только один КАМАЗ или ЗИЛ, я не знаю, одна машина, гора песка, нам надо еще минимум 3, чтобы он разровнял. Но это после того, когда трубу сантехник проложит, краны там подведет к воде. Сейчас еще, как назло, холодильник сломался. В общем, а у нас там лекарства, извините, в общем, и жара. Ну, все как-то одно к одному, одни проблемы. Вот одни проблемы. Все можно было бы решить, но только с помощью денег. Да, Мишку угрожал убить. Не угрожал, а угрожала. Криминальная мадам. Так. Ну, тут уже Лена отвечает. Затихла на время. Угу. Это не вменяшка. Опять вам угрожает. Да нет, что она угрожает. Так она тявкает просто. Но она не может никак. Просто у нее нет спасений, нет дел. У нее ничего нет вообще, по-моему. $5 с бесконечной благодарностью за вашу миссию по спасению бездомышей. Лана, спасибо большое. Малыш, отойди, ты мне мешаешь. Хоть один крупный спонсор, чтобы хоть в одном вопросе у вас была уверенность, стабильность. Да, это я даже не представляю, где такого спонсора найти. Не знаю. Я не знаю, где найти такого спонсора. Конечно, зависть. Они даже и не скрывают, по-моему, только они не знают, как это называется. Понимаете? Они сами себе хотя бы не лгали. Поносят других, да, но это же зависть. Но я опять не понимаю, чему завидовать. Ну, пошиты 24 часа в сутки, 365 дней в году. И будет тебе помощь. Но она же этого не делает. А тогда чему завидовать? Моей усталости? Ну, не надо это грызть. Ну, не надо. Ну а как вот? Уставать она нет, так не хочет, да? Ну, она, не знаю, не хочу даже. Слово «она» даже это слишком много для нее. Да, нам еще приходится тут быть сильными на ровном месте. Вместо спасений нам приходится еще противостоять какой-то мрази. Мыльная у тебя корона. Мыльная корона, да. За мытьем переносок. Вот Аня приезжала ко мне из Германии. Профессионально помогала паковать для Якутска переноски, чтобы отправить их снова в Якутск. Поэтому бойцы знают настоящие, как это все дается. Ой, спасибо, что вы есть, спасаете жизни живых существ. Для собачек вы единственный шанс на жизнь. Спасибо вам, низкий поклон. А тогда будет сбор на документы. Настя, какой сбор тут вот сделаешь на документы?
так же, как со стерилизацией. Вот я вам сказала, вы знаете, вот вы просто знаете, может быть, мне как-то упомянуть это, ну не трогай, пожалуйста, может как-то упомянуть, что ли, просто помогайте на, знаете, вот на нужды, первостепенные нужды, а эти деньги все равно пойдут, обязательно пойдут на отправку их в счастливую жизнь. Потому что кому нужнее, вот вы правильно пишете там, кому нужнее, потому что вот когда пишете там, кому нужнее, все равно это собачья карта чисто для собак. И все оттуда. Сегодня вот купила там 2 пачки антибиотиков, тоже собираюсь отправить туда. Ну, Степа, перестань. Собираюсь отправить. Это тоже нужды. Потому что в Германии антибиотики просто так не купишь. А если нужна какая-то быстрая помощь, и чтобы не идти к врачу, где приходится платить там им, я не знаю, по 300-500 евро, чтобы попасть к врачу, лучше иметь эти антибиотики. Поэтому какую-то вот скорую помощь, какую-то аптечку надо собрать. А возьмет водитель или не возьмет, не знаю, не факт. Не всегда берут. Сейчас, потому что очень все строго на таможне. Проломлен череп, у Игоря этого не было. За Алтая он все переборол с вашей помощью, конечно. Да, лечение сейчас прошло, надо спросить мне у передержки, как после лечения, я забыла спросить, после лечения, как он писается, как у него с недержанием. Лида Калинина, спасибо большое, на нужды спасения. Вот, да, вот такая вот формулировка на нужды спасения. А тут уже вот, когда вы посылаете на нужды спасения, вот мы из этой вот уже графы, так скажем, из этой рубрики, мы уже оплачиваем, передержки, мы оплачиваем стерилизацию и отправку в счастливую жизнь. Лекарства покупаем, там это уже у кого кожа, у кого свищи, у кого-то бельмо на глазу, там, ну, в общем, вот как бы так. Поддержим на документы целевым назначением. Да, пожалуйста, нас поддержите, это потому что вот будет, ну, на днях мы готовимся. Нам еще, знаете, тоже, ну, как бы еще выбрали тоже там на конец августа, но там у собаки с проблемой с зубами тоже надо будет почистить, потому что в Европе это все очень дорого. Мы не очень сильно, понимаете, как-то это не шикование называется, но просто будет неприятно, если рекламации какие-то будут, и мне хочется все прям по максимуму, чтобы было там у них. Мы делаем вторичные прививки, делаем, чтобы только у нас и титры читались, все читалось. Мы очень стараемся, мы готовимся. У нас подготовка. Нам надо расчесать, если у кого-то есть колтуны перед фотосессией. Нам надо купить бальзам, чтобы расчесать эти вот такие 10-сантиметровые колтуны. Надо купить этот бальзам или отвезти к грумеру, чтобы состоялась фотосессия, чтобы они понравились людям. Извините, мы очень стараемся, потому что нас и так не расхватали. А если мы еще сделаем тяп-ляп, ну, тогда мы просто будем еще годами пристраиваться. Видела ролик про Сонечку. Очень рада за эту красавицу. Да, Сонечка, вот такая она у нас. То есть вот как бы так. Так, реквизиты вот тут вот указывают у нас в переписке.
администратор указывает реквизиты, поэтому можете посмотреть. Собачку везут в специальных машинах. Да, в специальных машинах, не как раньше там по старинке, а с кондиционерами, со стационарными клетками, а не в переносках. Поэтому с остановками, с выгулами. Все это онлайн нам показывают. Выгулы как проходят, как кормежка проходит, какой градус в машине, чтобы там было прохладно, чтобы было им чем дышать, 17 градусов, там все это показывается, да. Вот. Крепкого здоровья, спасибо. Спасибо. Чтобы было здоровье, нужно отдохнуть. Пока не придумала как. 10 хотя бы дней. Всем привет. Так, Анна, сейчас быстро пробегаю. Татьяна, наверное, меня уже торопит, да? Я тоже из земли. Может, как-то скооперируемся. Я есть в чате Рихарда. Может, найдете меня. Спасибо. Анна из Германии. Чего ты ругаешься? Ты напугала меня. Господи, прямо не могу. Перевела 5000 на Сбер на нужды. Яна, спасибо большое. Спасибо, девочки, большое, пребольшое. Пожалуйста, прямо очень прошу. Мне говорят, проси на стриме. Я говорю, как просить? Я не могу. Я не могу опять просить. Ну, вы же сами знаете, мы очень стараемся. Пожалуйста, на документы, на отправку, на стерилизацию. Завтра будет стерилизация у Купера. Нам надо обязательно. Мы вам можем показать, что мы его кастрировали. Ой, некастрированного мы даже пристраивать не будем и не сможем его даже в пиар выставить. Так, я тоже в четверг. Я по малышке, которая бегает за машиной. Аня, да, ты уже написала, мы тебя включим. Здравствуйте, все добрые люди. Вот вы появились только сейчас, да? Ну, вы нас в записи посмотрите уже. Мы сейчас заканчиваем. Кисуля красивая. Хочет с нами общаться. Да, она хочет с вами общаться. И вообще она такая. Сядет на шею и коготками вцепляется. Она вам даст мой номер телефона. Да, Настя, я дам телефон Ане и, конечно, общайтесь в Германии. Сегодня еще вот из Германии с Татьяной познакомилась. Тоже, может быть, что-то у нас получится. Будем пробовать. Таня, привет. Вижу тебя, Татьяна, привет. Ты к концу стрима появляешься. Вижу тебя. Ага. Была с Камилой на регенерации. У нее все сделано отлично. Пластина стоит, все очень качественно. А чего ты пошла в больницу? Ты просто так деньги, что ли? Регенерация. Регенерация это на рентгене, наверное, да, ты была? С Камилой. Поняла. Ага, найдет. Спасибо. Здравствуйте, Ларочка, здоровья. Елена, терпение. Это Воронежская, да, Лена у нас? Мышкина. Так, все, друзья, давайте тогда мы, наверное, будем с вами... О, боже, 2 часа, да, хорошо, что не 3 часа. Просто в записи я когда смотрю, но это очень долго, тягомотно смотреть. Все, я поняла, что мне надо закругляться. Друзья, я вас очень благодарю за общение. Уже даже микрофон у меня падает. Так, что я должна сделать? Я не могу понять. Принять или что? Всей команде Захвостиков ролик про Сонечку. Это просто сказка. Здоровья вам в жизни. Спасибо большое. Спасибо. Завершить. Друзья, я с вами прощаюсь тогда и до новых встреч. Давайте до новых встреч. В общем, я вас очень благодарю. Всех, кто помогает, кто с нами. Пожалуйста. Все, до свидания. До свидания всем. Спасибо, что были с нами. Наверное, все.